Тарифы на обслуживание многоквартирных домов растут быстрыми темпами. Не отстает и оплата за воду. В большинстве домов уже установлены счетчики, а вот качество водоснабжения оставляет желать лучшего. По постановлению правительства России, текущая из крана горячая вода не должна быть холоднее 60 и горячее 75 градусов по Цельсию. Однако в большинстве своем из крана течет либо совсем ледяная, либо чуть теплая вода. В доме номер 12 по улице Репина в квартиры поступает вода, температура которой не повышается выше 40 градусов. Это выявила даже выездная проверка, которая прошла в начале марта. А это волнует многих. Я постоянно ругаюсь с тепловыми сетями, чистым городу. Звоню в тепловые сети футболят на чистый город звоню, чистый город футболит на тепловые сети. Вот так у нас кабардак идет постоянно. То есть у вас горячая вода есть, но она... Нет, горячая откуда? Она, вон, по одной, по трое, это горячая вода. Да, действительно, вода как парное молоко. Батареи горячие у нас, проблема только в горячей воде. Ну, вон в 13-м доме сказали, и батареи холодные у них, я не знаю там, что у них. У меня дочка проживает в 13-м доме здесь на Репино. Трехкомнатная квартира, платит 3500 за холодные батареи. 3500 за холодные батареи. Ладно, хорошо. Я сама проживаю на улице Трудовой, в 4-м доме. Ну, у нас в этом году, конечно, тоже плохо. Как только поставили эту новую котельную, нас убрали от ТЭЦ Борозевского, топить стали плохо. У нас проблема. Раньше бывала вода постоянно бывала теплой и утром, и вечером. Сейчас что случилось, не знаю. Выливать надо, не знаю, минут 20 бывает, на полчаса, чуть-чуть выходит тепло. Иногда. Не все время. Иногда хоть полчаса крути там, теплой воды нету. В тот раз у нас и комиссия была, что-то, не знаю, 7-8 человек, ничего там не нашли, не знаю. Прибор зомби проверяли. Минут 20 текла вода, в ванной было 40 градусов. А на кухне было 38-39. Это для нас ничего, нормально. Если такая вот, а это никогда такое не бывает. Только да. это был единичный раз, когда они пришли. Ну, они пришли, ну, выливали там помногу. Сливали воду. Да, сливали, да, вот так. Нашей вины нет. Нужно проводить капитальный ремонт инженерных систем. Виновны время и жесткая вода. Так нам ответили в управляющей компании «Чистый город». Вода, которую мы пользуемся, а, кстати, на восточке у нас Бахтияровский как раз источник, она является жесткой очень и сильно забивает трубы. То есть по факту получается на сегодняшний день, даже вот по акту мы можем смотреть, и по факту мы смотрели в котельной, которая подает горячую воду, у них идет 60-57 градусов тепла вода. Но из-за большого расхода именно в трубах из-за накипи, да, доходит до источника, до потребителя именно вот этих вот 38-40 градусов. Получается, что на сегодняшний момент пришло время проводить капитальный ремонт уже инженерных систем в части ГВС в первую очередь, да? А по, значит, графику, который разработал фонд капремонта республики нашей, данный дом стоит на 40-й год по замене. Мы со своей стороны, как организация, эксплуатирующая этот дом, текущий ремонт выполняем. А сделать так, чтобы одномоментно заменить все системы, нужны дополнительные средства, которых не хватает сегодня. В этом доме на горячей воде нет домовых приборов учета. Значит, у нас граница эксплуатационной ответственности – внешняя стена
многоквартирного дома. Поэтому при вот таких выездных проверках, значит, мы в первую очередь замеряем температуру, значит, на границе балансовой ответственности. Значит, вот по тому акту, который, значит, была выездная проверка вместе с администрацией города, значит, на границе балансовой ответственности уже 48 градусов. Говорит о том, что оно, ресурсоснабжающая организация, недопоставляет тот коммунальную, значит, услугу в виде, ту температуру горячей воды ненадлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности. Соответственно, конечно, в квартирах уже недопоставка, потому что по нормам и по СНИПам, значит, по нормам и правилам предоставления коммунальных услуг по, значит, 354 постановлению, оно у нас должно быть от 60 до 75 градусов. В России разрешена вода, жесткость которой не превышает порог в 7 миллиэквивалентов на литр. Но при проведении лабораторных исследований, в частности котельной, которая обслуживает данный дом, она составила более 8. Дом с 91 года, и в этом доме ни разу не проводились никакие ремонтные работы, системы ГВС тем более. Трубы стоят 15 на разводке, скорее всего, все трубы забиты накипью, так как у нас в городе, все знают, вода очень жесткая. Вот. И поэтому, возможно, вот сейчас, согласно сводному плану, который вот был подписан администрацией города, тоже покажу, план администрации города, у нас Восточный район будет с 21 мая по 3 июня остановка котельной. Вот в это время мы будем проводить свои ремонтные работы по системе ГВС, но и управляющая компания МУП «Чистый город» должны в то же время провести все ремонтные работы по внутренним инженерным сетям ГВС. Котельная, Восточный район, котельная номер 14, она у нас вот работает в штатном режиме по никаких отклонений от работы. Вода выходит у нас не ниже 65 градусов котельной. Она и поступает по системе отопления по всему району, район Восточный и район район Репина. Вот. У нас получается там 19 домов висят на этой системе ГВС. И поэтому с жалоб пошли очень много жалоб вот именно по Репина 12, именно с первой стороны. Там дом как из двух частей стоит, то есть с 1 по 8 подъезд и 8 по 11 подъезд. То есть получается очень много жалоб вот именно по второй половине дома. Такая ситуация. У нас, если какие-то были нюансы, у нас бы весь Восточный район был бы просто, все бы кричали, что у нас нет. Но такого пока нет. Вот именно вот Репина 12 дом, вот, очень много жалоб. Колесо завертелось, работа началась. И первое, что будет сделано – ремонт котельных. В этом нас уверил главный инженер МПУК ЖКХ Сергей Дорничев. А чтобы она была более эффективной, ее нужно проводить параллельно с управляющей компанией «Чистый город». Учитывая то, что реконструкция водоснабжающей инфраструктуры процесс длительный, жильцам придется жить все это время без горячей воды. Успокаивает лишь одно, что вся эта работа под контролем администрации города. И, как утверждают представители управляющих компаний, ее доведут до логического конца. И вскоре по водопроводным трубам дома номер 12 по улице Репина побежит вода нужной температуры.